Рабочий день Айны Арчаковой начинается с традиционного обхода отделения. Беседы с пациентами для старшей медсестры уже вошли в привычку. Так она прислушивается к мнению больных и координирует работу среднего медперсонала. Каждодневный труд для нее больше, чем профессия. Улыбки и большое человеческое спасибо от тех, кому помогли она и ее подчиненные, признается Айна, то, ради чего стоит работать, не покладая рук. И когда больные после истечения срока пребывания у нас в отделении уходят, благодарят, обнимают врачей и медсестер, конечно, это гордость. Конечно, это настолько душевная радость бывает, что от того, что вот пришел или привезли в таком состоянии, уходит, благодарит. Требовательность и строгая дисциплина за усердный и добросовестный труд Айну Арчакову уважают и коллеги, и подчиненные. У старшей медсестры дипломы о среднем профессиональном и высшем образовании. После школы она успела отучиться аж по 3 направлениям – медицина, филология и экономика. Багаж накопленных знаний позволил ей добиться всеобщего расположения. Конечно, неоценима роль старшей медицинской сестры, потому что наше основное орудие врача – это лекарственные препараты, в частности, в терапии. То есть то, чем мы, собственно говоря, творим добро. Она очень хорошо относится к нашим больным, садится с ними, разговаривает. Конечно, общение с больными – это очень отражается на их лечении. Именно моральная поддержка больных наших играет важную роль для нас. И я хочу сказать ей большое спасибо за то, что она вообще у нас есть. Уметь находить общий язык с пациентами и правильно воспринимать критику – этому Айна Арчакова учит будущих медсестер. 2 раза в год в терапевтическом отделении РКБ студенты-медики проходят практику, во время которой она и готовит своих преемников. Заметить тех, кто способен посвятить жизнь медицине и спасать человеческие жизни среди других студентов, признается Айна, получается практически с первых дней знакомства. Хош холхона цане бол безиш ишбехкап или да цагда знаныс дикварпен махтух болор давление истигёсак дикварпен эн деш бахальбы. В свои 60 Айна прекрасно справляется с поставленной задачей. Этому делу она отдала большую часть своей жизни. Впервые за порог медучреждения переступила еще 40 лет назад. Училась и работала одновременно. Завершать карьеру старшая медсестра терапевтического отделения РКБ даже не планирует. И это несмотря на то, что уже достигла пенсионного возраста. Даже первые месяц-два, пока мне не пришло извещение, что какие-то документы предоставить в пенсионный отдел, я и не знала, что я ушла на пенсию. Потому что я не следила за этим, во-первых. Во-вторых, и не думала, что я могу вот так вот уйти на пенсию. Я себя не ощущаю. Я по сей день не ощущаю себя пенсионеркой. Я считаю, что если женщина, мужчина, они могут себе позволить в этом возрасте работать, почему бы нет? Да и отпускать опытную медсестру, филолога и экономиста в одном лице никто и не планирует. Ее опыту можно только позавидовать, и у нее есть чему учиться. Сотни обученных студентов для нее не предел. Знаниями в области медицины она и дальше будет делиться с начинающими медсестрами. Мадина Пугоева, Адам Далаков, Новости 24.